365-летие отмечает пожарная охрана России. В честь этого огнеборцы из Коми и Архангельской области встретились на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Традиционно их посвящают памяти погибших товарищей. Таисия Шляхтина продолжит. Мемориал памяти погибших коллег – своего рода уникальное событие в жизни пожарной охраны. Уже 23 года подряд его чтят и уважают ветераны и вновь входящие в строй сотрудники. Спортивные состязания стали вечным напоминанием того, насколько нелегка и опасна профессия огнеборца. Александр Корзун – один из таких героев. Он погиб в 90-м, когда горел один из крупных промышленных объектов Сыктывкарского ЛПК. Ценой жизни он остановил катастрофу. Ему служба пожарная часть нравилась. И он даже мне говорил, когда я разговаривал с ним, я что же в армии прослужил, знаю, как подчиняться, это тяжело. Я говорю, сынок, а как ты вот терпишь вот это подчинение? Он говорит, папа, я на работе отключаюсь, я сам себе не принадлежу. Я принадлежу только делу и своим командирам. Готовность номер один и тут же старт. Нормативы в пожарном спорте не менялись со дня основания. 100-метровая полоса с препятствиями, боевое развертывание, преодоление штурмовой лестницы и подъем на так называемые учебные башни. Данные виды программы входят в состав элементов, которые выполняют все пожарные в ходе своей работы, то есть он способствует их развитию как профессионалов пожарного дела. Среди участников не только работники пожарной охраны, но и подрастающее поколение. Дружина юных пожарных, сборная, в ее составе 3 возрастных группы. Младшие парням по 13 лет. Они уже знают, чем будут заниматься после школы. Я сначала хочу попасть в МЧС институт, можно сказать, а потом уже тут работать. Следующий мемориал пройдет ровно через год. Каждый раз этот временной перерыв участники используют, чтобы отточить свое мастерство и в следующий раз выступить лучше. Таисия Шляхтина, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.